Здравствуйте, меня зовут Тарабукин Андрей, я из 5 Г класса, школа номер 17. Мой проект называется «Поисково-исследовательский проект, посвященный жизни поэта-писателя-фронтовика Тимофея Сметанина. Времен связующая нить». Тему своего доклада я выбрал не случайно, а все потому, что, готовясь к конкурсу стихов Тимофея Сметанина, я узнал, что он умер в 28 лет, и у меня появилось желание узнать, почему его имя до сих пор не забыто. Актуальность. Сегодня, когда остается все меньше и меньше живых свидетелей о войне, мы должны еще бережнее хранить связующие нити времен, чтобы передавать ее в поколение с поколения. Цель. Поиски выявления связующих фактов жизни Тимофея Сметанина с настоящим временем. Задача. Ознакомиться с жизнью и творчеством Тимофея Сметанина, разыскать его дочь, организовать семейную исследовательскую экспедицию «Живая память», организовать семейный проект «Читаем Сметанина всей семьей». Мои методы исследования – интервью, опрос, анкетирование, переписка с музеем Тимофея Сметанина Кобяйского улуса, поиск материала в архиве газеты Кобяйского улуса, анализ семейного проекта «Читаем Сметанина всей семьей» и материалов семейно-поисковой исследовательской экспедиции. Предмет исследования – связь поколений и времен. Практическая значимость. Готовясь к НПК, я с дочерью поэта участвовала в эфире радио НВК «Саха». Думаю, что моя исследовательская работа может быть использована на уроках литературы как учебный материал. Жизнь Тимофея Сметанина. Тимофей Сметанин родился в 1919 году в селе Кобяй. С детства писал стихи, он поэт-фронтовик-писатель. После войны поступил в пединститут и работал в Хангалахской газете. Его произведения призывают ценить жизнь и дружбу в стихе «Догор». Творчество Тимофея Сметанина. Здесь вы увидите произведения для детей и произведения для взрослых. Связующая нить, скрепляющая народы. Спустя 75 лет произведения Тимофея Сметанина были переведены на русский язык. Перевод его произведений стал связующей нитью, скрепляющей наши братские народы. Живая память поколений. Память о войне фронтовика жива. В этом году состоялась премьера фильма «Рядовой Чарин» по повести Тимофея Сметанина «Егор Чарин». Готовится к прокату мультфильм по мотивам «Мяхальчан Булчут». Одной из улиц города Якутска присвоено имя Тимофея Сметанина. Материалы о Сметанине в детских изданиях за последние 10 лет. Как вы видите, его произведения выпускают только по его юбилейным датам. Вывод. Материалы о Сметанине в основном выходят по его юбилейным датам, и поэтому школьники мало знают о нем. Поэтому я провел опрос. Что вы знаете о Тимофее Сметанине? Из 12 опрошенных 6 ничего не знают, 4 знакомы с произведениями Тимофея Сметанина, 2 знают, что он воин-поэт. Вывод. Надо восстановить связь времен и поколений и больше знакомить школьников с жизнью и творчеством писателя. Поиски и встречи с дочерью поэта. Наша работа началась с поиска дочери Тимофея Сметанина. Благодаря сотрудникам музея Сметанина я встретился с ней и узнал больше о ее отце. Ей 74 года, она живет в Намском улусе. У нее 4 детей и внуки. Семейная экспедиция «Живая память». Хангалахский улус с участием дочери поэта. Здесь мы находимся в доме Тимофея Сметанина. Он здесь писал многие свои стихи. И тут каждый уголок напоминает незабытый образ Тимофея Сметанина. Посещение дома печати, где работал писатель до конца своей жизни. К сожалению, мне не удалось увидеть его статьи в газетах, так как старые газеты не сохранились на обелиске у дома печати, увековечено Тимофея Сметанина. Переписка с работниками музея Сметанина села Кобяй. По электронной почте я получал материалы о жизни поэта. Меня особенно заинтересовали стихи, написанные его рукой. Я узнал, что музей является связующей нитью между прошлым и настоящим. Поиск материала в архиве улусной газеты. Моя мама – землячка Тимофея Сметанина. Просматривая архив газеты «Ленинец» Кобяйского улуса, я нашел очень важную информацию для нашей семьи. Оказывается, мои бабушка и дедушка познакомились друг с другом, исполняя роли в пьесе Тимофея Сметанина «Лоакут-Онна Нюргугу». Таким образом, его творчество сыграло большую роль в создании нашей семьи. Проект «Читаем Сметанина всей семьей».
Цель – выявить связующую нитью между писателем и читателями. Взрослым я предложил прочитать повесть Егор Чарин, а младшим – сказку Кюрегей. Анализируя ответы участников проекта, я пришел к выводу, что произведения Тимофея Сметанина интересны и юным, и пожилым. Его произведения актуальны и сейчас. Они учат любить нас, свою родину. Заключение. Проведя поисково-исследовательскую работу, я выяснил, что связующей нитью жизни Тимофея Сметанина с нашим временем являются его литературные произведения, материалы о нем музеев, публикации, памятные места, где жил и работал писатель, живая память о нем в благодарных сердцах его дочери, внуков, земляков и нынешнего поколения. Главный итог моей работы – это личное участие к сохранению памяти о Тимофее Сметанина и чувство гордости, что его творчество соединило судьбу дорогих мне людей, и поэтому Тимофей Сметанин стал еще ближе и родней. Я горжусь своим земляком. Спасибо за внимание.